Семинар проводится с целью обучения руководителей различных министерств и ведомств реальным сектором экономики. Помимо прочего, приглашенные специалисты здесь приводят цифры инвестиционного развития страны за последние годы. Но это строительство различных объектов, которые приносят большой доход стране. Россия по удобству ведения бизнеса за последние годы в рейтингах 122 места поднялась на 35-е. И это серьезный рывок в предпринимательстве. Такие семинары проводят регулярно и не случайно. Они помогают совершенствовать механизмы привлечения инвестиций. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Ингушетии Мурат Хаматханов отметил, что в нашей республике успешно реализуются многие проекты благодаря привлечению внебюджетных средств. Вчера на совещании, которое проходило в Доме культуры в городе Назрань, впервые прозвучала такая цифра, как 49 миллиардов из 73 миллиардов, если я ничего не напутал. Так, Мурат Ильич, да? Да. Это очень здорово. Если мы не смогли бы эти 49 миллиардов привлечь, то мы оставались бы с 24 миллиардами. 49 миллиардов внебюджетных средств люди вложили, потому что созданы в этой республике условия. И действительно, в регионе есть все необходимые условия для достижения высоких показателей в бизнесе. Потенциальных инвесторов, помимо прочего, привлекают и хорошие климатические условия. В регионе за последние годы построено немало объектов промышленности и сельского хозяйства. Это современная швейная фабрика в Али-Юрте, промышленная эксплуатация которой впечатляет. Предприятие обеспечило около 800 рабочих мест. Также завод полимерных труб, который взял высокую планку и уже успел зарекомендовать себя на строительном рынке. Строительство других объектов продолжается. Совсем скоро будет запущено самое большое в регионе тепличное хозяйство. Мы стараемся уделить внимание развитию производства в виде тех предприятий, которые мы уже открыли в прошлом году и за последние годы. Это и производство радиаторных батарей в итальянской технологии, это и производство светодиодной продукции, это и швейное производство и другие виды тех производств, которые мы планируем впоследствии, может быть, даже кластеризировать и создать определенную кооперацию между малым бизнесом и этими крупными предприятиями для того, чтобы на основе их все-таки создавалось большее количество рабочих мест и получало развитие в данном направлении. Нам необходимо привлекать инвестиции. Несмотря на то, что мы достаточно успешно это делает республика, но инвестиций много никогда не бывает. У нас создано достаточно удобно работать, привлекаются инвестиции со всего мира. И так работает весь мир. Мы показываем, говорим о том, что нам нужно построить. Бывает, что сами иногда инвесторы предлагают реализовать тот или иной проект. Вопрос изучается и потом дается разрешение. Чтобы познакомить участников семинара с практическими аспектами работы привлечения инвестиций, в регион пригласили директора департамента содействия инвестициям и инновациям Торгово-промышленной палаты России Алексея Вялкина. Он привел примеры продвижения регионами своей продукции. Отрасли туризм и сельское хозяйство, безусловно, привлекательны для потенциальных инвесторов. Здесь есть и потенциал роста, и кадровый потенциал, и возможности, связанные с развитием инфраструктуры. Так что мы сделаем все возможное, чтобы помочь именно по этим направлениям получить необходимые инвестиционные ресурсы. Такие семинары, как считают участники, дают свои плоды. Ведь правильная расстановка работы влияет на инвестиционную привлекательность. Тем более, что в нашем регионе есть все необходимое для создания и продвижения инвестпроектов. Рина Цычоева, Хаваш Гойгов, Новости 24.